Недавно, в прошлом году, если не ошибаюсь, выходила большая работа по скифам и сакам, в том числе на территории Казахстана. И многие эту статью интерпретируют так, что скифы все-таки больше тюркоязычные. Я понимаю, что это не очень релевантно, в принципе, высказывание само по себе. Но что мы можем сказать о тех генетических линиях, которые встречаются у наших саков, по крайней мере, в восточной части Казахстана? Ну, смотрите, это то же самое можно сказать, что убивая один историографический миф, мы порождаем другой историографический миф. Надо отметить, что в советское время был создан историографический миф. То есть, безусловно, сейчас современные исследователи, например, Пенков, Шнирельман, они абсолютно критикуют эту советскую концепцию. Согласно этой концепции, все носители звериного стиля, условно говоря, от Тувы и, условно говоря, там, до Украины, могильника Аржан, до Дуная и до Украины, это все саки-скифы. Сако-скифский мир со звериным стилем, единое такое этническое полотно, которое говорило на одном языке и было, в принципе, одного происхождения. То есть, и это на самом деле не так. То есть, ну, понятно, что по их мнению это было индоиранские языки, восточные индоевропейские языки, получается. Но на самом деле, если мы возьмем Геродота, что выясняется? Выясняется, что, в принципе, саки это всего там 3 рода. Ну, Хаумаварга, Тигрхауда и Парадарая. Да, все мы знаем. Ну, еще там, может быть, пара Согдом есть, которые за Согдом живут. Но, по сути, территорию Казахстана они сильно и не заселяли. То есть на территории Казахстана живут аримаспы, исидоны, аргипеи, еще какие-то рода, племена, которые мы вообще не понимаем, кто это. То есть абсолютно нет понятия. Просто советская концепция, она создала такое, что вот это единый мир. На самом деле это единым миром не было. Еще до этого в 17 году, кажется, опубликовала статья, где вот я говорил уже про Самашева, которая показала, что генетически это абсолютно разные народы. У них, может быть, материальная культура была одинакова, но это были разные народы. Ну, джинсы носят на всех континентах, да. Мы все равно все разные. У нас там нету культуры синих джинсов, как говорится, которая выделяется, там, условно говоря, везде. Но это просто материальная культура, которая, если она удобна была, ее использовали. Но использовали люди разного происхождения. Поэтому нету никакого единого скифо-сакского мира. Безусловно, я думаю, что классические саки и скифы, которые мы говорим, Парадарая, Хаумаварга и Тигрхауда, скорее всего, они говорили действительно на восточно-иранском языке. Это условно Мавернахр, так назовем это, да? Да. Но на каком языке говорили племена, которые жили на территории Казахстана, мы не знаем. Ни исидоны, ни аргипеи, ни аримаспы. Это просто нам неизвестно. И это надо принять как данность. То есть, а говорить о том, что они говорили на индоевропейском языке, потому что в советское время так говорили, ну, это ничего более, чем научная традиция, которую стоит убить. Если у ученого нету никаких аргументов, он должен признаться, мы ничего не знаем. Это, конечно, не удовлетворит наших зрителей и читателей, которые будут говорить о том, что нам все-таки нужно знать, что вы скрываете от нас. Но, по сути, нету никаких аргументов, ни за, ни против. Они могли и на прототюркском говорить, на промонгольском, протофинно-угорском, хоть на каком. Но у нас нету никаких аргументов, поэтому здесь нужно сохранять молчание. При этом, надо сказать, те генетические данные, которые выходят, они показывают действительно, что это все-таки разные народы. Вот, например, сакские захоронения из Царской долины Семиречья, у них одна группа, в то время, например, саки, условно говоря, Алтая, они вообще близки населению Минусинской котловины, а к этим вообще никак не близки. То есть поэтому все-таки это разные народы, которые не надо объединять в один котел.